нельзя распускать захват. В крайних случаях, конечно, если вы оказались на спине, тогда уже надо распустить захват и быстро перевернуться на живот. В этом случае вам дается одно предупреждение и оценка соперника. Подходим на массреслинг, записываем центр. Борьба также проводится до 3 предупреждений. Если человек, боец, зарабатывает 3-е предупреждение, то он проигрывает схватку. У нас команда стенка на стенку. Составили мы таким образом, чтобы борцы поборолись, потому что, к сожалению, у нас некоторые команды по 3 человека. Ну, достаточно большое представительство у нас команд. Надеюсь, что соревнования пройдут очень интересно и ярко. Поскольку борьба куреш, название разное, куреш, гюлеш, во всех практически тюркоязычных странах, республиках борьба звучит одинаково. Правила где-то видоизменены, но присутствуют во многих видах борьбы куреш пояса, за которые можно распускать, их нельзя распускать. В татарской борьбе, например, нельзя, запрещена работа ногами. В борьбе хакасской национальной борьбе куреш работа ногами разрешена. Поэтому можно делать и подсечки, и подножки, и броски обвивом, броски с помощью ноги, наклоном, ну также накрывание, соответственно, также. Те участники, которые участвуют только первый раз, внимательно следите за руками, не распускайте лишний раз руки, чтобы их не травмировать. Поскольку у нас здесь уже есть и вполне профессиональные борцы, но я думаю, есть и новички.